сәлеметсіздер қауымды күндері эфирге тв және біз біздеміз. Бізде бүгін білген любовь меж огней. Бізде 13-ші бөлім және бізде бірінші маусым аяқталды. Енді бізде екінші маусымымыз басталып кетті. Екінші маусым бізде енді біраз уақыттан кейін, енді алдында білесіздер 12-ші бөлімді көрмесеңіздер өте қызықты болды. Алдыңғы бөлімдер қаншама Анна барлық шаруаны шешіп тастады. Енді соны атап өту үшін енді өздері арасында атап өтуді кетті. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Глава 11 полгода спустя. Бізде 13-ші бөлім жалғастырамыз әрі қарай. Утро понедельника Анна вернулся к долгой поездке и готовился к выходу на работу. Дұрыстап не берген. Меню бастаймыз. 22 апреля прошло полгода с момента, как была решена проблема с заказами. Утро понедельника Анна вернулся с долгой поездки и готовился к выходу на работу. 09:25. Квартира студия Анны. Опа! Кулон көріп тұрсам, Кулон уже кім Дэвид сыйлаған, Кулон. Привет. Давно не виделись. Не виделись, Алдында ғана көрдік қой сен. 12-ші бөлімде көрдіңіз. 13-ші бөлім. Мне столько всего надо тебе рассказать. Давай, теперь. Столько всего случилось, прошло полгода с момента, как мы решили проблему с заказами. Пойдем по порядку. Я все еще работаю в интернет-магазине, но я не была там уже так давно. Я думал, что когда мы решим проблему с заказами, то работа станет меньше, но директор на ум пришла отличная идея. Она решила создавать отдел HR, в котором я буду начальником, прям как у Майкла и Дэвида. Мне обещали хорошо повысить зарплату, так как я теперь начальник, но обсудив с директором, мы приняли, что у меня вряд ли получится руководить целыми отделами. Мы пришли к выходу, что мне нужно научиться необходимым навыкам руководства. Поэтому меня отправили к долгую командировку, очень долгую. Я летала с разными мировыми тренингами и конференциями, постоящими HR и руководству. Мое путешествие длилось почти полгода, и я не видела ни Эву, ни Майкла, ни Дэвида. Конечно же, переписывались, я скидывала им фотографии и все такое, но это не живые общения. Я скучала. Кстати, все мое путешествие оплатила компания. Вы такие и еще зарплату за это давали. Міне, біздің Қазақстанда осындай болса ғой. Бүкіл тегін, бірақ ондай емес. Өзіміз ақшамыз. Сіңірім созылып, біраз күн көреміз, қазақпыз. Жарайды. С финансовой стороны я вообще в плюсе. Я попутешествовала и заработала. Сегодня понедельник, и я выхожу на работу. Мне предстоит много всего сделать. Мне нужно будет создать свой отдел из HR-менеджеров, а это значит номинировать людей. А еще очень скучала по... Кімді айтамыз? Бұл өте бұл сенің өмірің көрінбе, өзіңнің тағдырың, сенің тағдырың міне пальчикта, менің пальчигімді көрінбе? Аннаның тағдыры біздің саусағымызда. Кім таңдаймыз? Енді айтайық. Дэвид бұл жақсы жігіт, өте мейірімді. Бұған енді бір рет свидание қойған, алқа сыйлады. Енді оған шамалы жақсылауды қарайды. Я скучала по Майклу. Майкл енді шамалы қаталдау, жесткілау, немесе жігітке сай. Қатты жібістегенде болмайды, қыз басына шығады, сонда мұнда осындай қатал болғанда жақсы. Енді маған енді кім ұнайды? Майкл ұнайды да, Майкл ше. Дэвид мияулай берді. Қалайсың, барайық, шықпын, сүйем дей берді. Дэвид ше, сол мияулау маған ұнайды. А Майкл кәдімгідей неғыр жігіт міне көрдің бе? Жігіттер осындай болу. Қыздың артынан жүгірмей, наоборот, қыз сенің артынан жүгіру керек, көрдің бе? Көрдің бе? Анна артынан жүгірді ғой, көмектесу үшін етіп, проблема шешу үшін, көрдің бе? Сондықтан менің ойым Майкл.
А сіздер ойлаңыз қандай? Комментарий жазып кетіңіздер. Егер де Майкл Дэвид ұнаса, Дэвидтің қандай жақсы жақтарын көрдіңіздер, немесе Майклдың қандай жақсы жақтарын көрдіңіздер, соның барлығын жазып кетіңіздер. Ал мен Майклды таңдаймын. Я скучала по Майклу. Я скучала по Майклу. Интересно, я скучала ли она по мне? Интересно, сильно ли коллеги изменились за всего время моего отсутствия? Я уже вызвала такси, время отправляется на работу. Я так волнуюсь. Соғапы, мынау қасқабас төрт адам әлі соғыпты, мәні қара. Бос, самокат мұрайт әлі. Алдында құлағамыз әлі есімізде. Білмесеңіздер алдыңғы бөлімді көріңіздер, онда до конца оқиғаны білетін болсыздар. Әзірше біз арға жалғастырамыз. 10:15. Офис интернет-магазина. Жизнь в офисе шла полным ходом. Сотрудники бегали по офису с самого утра. Складывались ощущения, что все готовится к чему-то большому. За всем происходящим наблюдала Эва. Опа, Эва. Сізді өзгеріп кетіпсіз ғой. Әшекең соғалып, прическа өзгеріпті. Көйлек алыпты жаңадан, молдайсыз. Алқа тағыпты, цепочки. Оставьте это коробки здесь. Пока что займитесь электроником. Декорации и прочее отнесем потом. Работники офиса слушали Эву. Думаю, Анна будет удивлена, когда придет. Удивлена чему? Боже, Анна, давно не виделись. Давно не выдержав друг друга, подружки на радости крепко обнялись. Ты так хорошо выглядишь. Я-то да, но ты... Тебе прям не узнав. Ты так похорошела. Что случилось? Влюбилась? Думаю, это из-за проблемы с заказами, которые мы решили. С ней вообще не было ни на что времени, а как мы его решили, времени стало куча. Появилось время немного похуживать за собой, пока ты летала на разных странах. Твоя новая прическа просто огонь. Блин, баяғыда болжақты прическасы. Блин, спасибо, это мне в Москве сделали. Москве, блин, это орыстар өздері мақтай береміз. Ты была в России? Да, в финале в Александра, в который открыл франшизу нашего магазина в России. Я еще много где была делала, думаю, нам надо как-нибудь обсудить все это после работы. Енді Қазақстанға барған жаздың, Қазақстанда болдың ба, Анна? Айтса бізге де. Қазақстанда болдым, бәйтерек көрдім деп айтпайсың ба? Ең керемет елден құрғалдың, көрдің бе? Ең керемет бұл біздің қазақтың елі. Қонақжай, көрдің бе? Содан келіп тұр, егер носа. Буду только рада. Кстати, а что тут происходит? Сотрудников стало больше и все переносит кое-то коробки? Куда проблема с заказами была решена, многое изменилось. Самое главное, магазин стал больше зарабатывать. У компании появились лишние деньги, и директор решил расширить персонал. Тебя тогда отправили в твое путешествие, а остальные сказали нанять новых работников. В итоге, когда у нас увеличилось количество работников, мы поняли, что у нас нет для них места. Поэтому мы дополнительно арендовали этаж выше нашего. Теперь наш офис занимает 2 этажа. Такое ощущение, что директор разбрасывается деньгами. Да, есть такое. Кстати, насчет сотрудников. Тебе придется собирать отдел у своих работников. Уже думали об этом? Я думаю, насчет один человек, если справлюсь с ним, буду расширяться. В идеале я бы хотела все делать сама, но директор настраивает на отдела. Интересно, Майкл и Дэвид тоже проходили через это. Кстати, как они? Твои любовники страдают без тебя. Каждый день плачут в туалете. Анна, дорогая, где ты? Я скучаю. А если серьезно? По Майклу сложно понять, что именно он чувствует. Я говорила с ним, но он не подает виду. А вот Дэвид очень расстроен, потому что ты уехала так внезапно. Когда проблемы с заказами закончились, он думал, что ты наконец дашь ему шанс. Но ты уехала.
Думаю, он обиделся, ходил очень грустный все полгода. Я даже видел, как сотрудник отдела маркетинга откровенно флиртовали с ним, но он не игнорировал. Потом он пытался подкатывать к Майклу, но я видел, как она убежала от него в слезах. Скорее всего, она пыталась найти успешного парня. Вот и метала на начальников отделов. А Майкл как? У него не появилась девушка, пока меня не было. Я не знаю, что он делает после работы, но на работе у него точно никого. Знаешь, он стал каким-то другим. Такое ощущение, что она старается быть привлекательным. Правда, у него не совсем получается, но он старается. Один раз он даже приинтересовался о том, как у меня дела. Это было странно. Кажется, он ведет себя как из-за тебя. Помню, как ты говорила ему, что ему нужно стать общительнее. Видимо, она послушался к тебе. Будет интересно посмотреть, как это двое отреагирует на мое возвращение. Ага, я бы хотела бы рядом в этот момент. Ладно, вернемся к работе. С учетом того, что мы расширяемся, директор сказал, что у каждого начальника отдела должен быть отдельный кабинет. Поскольку ты теперь можешь начальник, ты тоже начальник, тебе тоже выдели кабинет. Пойдем, я покажу это его тебе. Фред Нобел. Он так что? Нема, керемет. Үлкен терезе, міне көрдің бе? Бұл да бір дизайн көрдің бе? Үстінде шамдар, міне көрдің бе? Өте керемет. Міне жерде ойлайсың ғой, мына жерде неге 2 шам, мына жерде 2 шам, мына жерде неге 4 шам деп ше? Ол жерде ойлайсың ғой, мына жерде 4 шам, мына жерде жарық түсіреді, бұл жерге көрдің бе? Бұл жерде сен қағаз жазасың ше? Ал мына жерде жарық түсіреді, сен компьютерді қарайсың. Өйткені компьютерге көп жарық түссе, компьютердің беті көрінбей қалуы мүмкін. Егер сен компьютерден хабарың болса егер. Каттина Фред Нобел өздерінің компанияның өзінің осы ойын шығарғандарды өзі пихать етіп жүрген. Картинаға өздерінің аттарын міне өте жұмсақ орындықтар, міне кресло, женский өздерінің мына жерде шам, мына жерде пластик терезе, қала барлығы көрініп тұр, тамаша. Маған ұнайды осындай дизайн. Сіздерге қалай ұнай ма? Здесь тоже кабинет Анны. Кабинет Анны. Көрме, өзінің кабинеті бар. Бұл уже директор. Это твой кабинет, теперь твое рабочее место тут. Большой кабинет. Это бывший кабинет директора. Теперь директор приехал на новый этаж, а это достается тебе. Ого. А у Майкла и Дэвида тоже свои кабинеты? Ну нет. Они оба отказались от кабинетов. Что, почему? Дэвид сказал, что он редко бывает в офисе, и ему не нужен кабинет, так как сказал его офис. Майкл сказал, что он должен сидеть рядом с своими сотрудниками, чтобы контролировать их работу. В итоге оба остались сидеть в старом этаже. Я не видел их, пока мы болтали. У них толком нет работы, поэтому они взяли себе в привычку опаздывать. Кстати, этим тебе и стоит заняться. Директор попросил тебя поговорить с ними. Как так? Опаздываемые они подают плохий пример. Ладно, это не проблема. Для начала мне было просто увидеть их. Не переживай, я уверена, сегодня ты с ними встретишься. Как тебе кабинет? Сюда перенесла все твое рабочее место. Будет намного комфортнее работать одни ночи, но когда сидишь с всеми, все вокруг живые, жизнерадостные, у тебя закрытый кабинет, знаешь, что это значит? Это значит, что если вдруг к тебе зайдет Майкл или Дэвид, то вас никто не увидит, или вот так. Вот так. Можно? Дядя, ты меня успех, Кирик. А ты про это? Эва милая смеялся. Не милым, зловеще рассмеялась. Может, прямо тут на столе? Представим, один из них кидает тебя на стол, расстегивает твою блузку, а дальше?
Что там? Шамалы ұятсыздау екен. Енді қыз болса даже мен ұялу керек қой шамалы. Енді білмеймін, шетелдің қыздар осындай шығар енді. Енді қазақтың қыздары болса ондай айту аузынан шықпайтын шығар деп ойлаймын енді. Егер шығып кетсе білмеймін енді. Біртүрлі енді уже айтып тұр, уже нәрсе уже андай. Представь, один из них кидает тебе на стол, расстегивает. Типа стөлге лақтырады дейді сені. Сенің түймелеріңді аяқтады дейді. Одан кейін бітті, одан кейін бастап. Все, так, все. Все, день десе. Ладно, я поняла, хватит. А потом спускается ниже, стягивает с тебя. Ева, хватит. Мне неловко от мысли об этом. Можно вопрос? Даже если я скажу тебе нет, ты все равно спросишь. Пока ты была в своем путешествии, у тебя было это с кем-то? Парни иногда отказывали мне знаки внимания, но я как-то не хотела с ними. Старался аккуратно отказывать. Енді Эва айтып отыр да, сен неде жүргенде, саяхатта жүргенде болды ма дейді, андай жағдай. Осындай жағдай болды ма деп сұрап отыр да. Не хотел изменять свои офисные любовниками. Может быть, чем займешься? Буду раскладывать свои вещи, готовить рабочее место. Потом надо заняться поиском сотрудника для моего отдела. Это будет парень или девушка. Посмотрим про навыков. Конечно, профессия. Хир популярность среди девушек больше, чем среди парней, но я не исключаю, что могу нанять парня. После того, как разберу вещи, хотелось бы победать. Кафе офиса работает? Да, только у нас новые повара. Сотрудники спорят о том, что лучше ли они старых поваров. Будет интересно твое мнение послушать. Ладно, я пойду. Увидимся. Ева вышла из комнаты. Анна. Своя комната, своя кабинет, моя первая за карьеру. Анна села за компьютер и от радости начала катиться на кресле по своей комнате. Не зря я приехал в Нью-Йорк. Немного успокоившись, Анна вернулась за рабочее место. Ладно, пора начинать. Мне нужно дать объявление о поиске сотрудников по нужным мне требованиям. Надеюсь, кого-нибудь активнее откликнется, и я смогу провести собственное собеседование уже сегодня. 12:45. Спустя 2 часа кабинет Анны. Я закончила, составила объявление и отправился на сайт с вакансиями. Анна на почту пришли сообщения. Так быстро? Она открыла письмо. Какая-то девушка хочет записываться на собеседование. Его зовут Наталья. Закончила университет. Опыта работы нет. Будет его первая работа. Пишет, что живет рядом, готова прийти на собеседование хоть сегодня. Думаю, напишу его на собеседование после обеда. Пообщаюсь с ней в конференц-руме. Она ответила девушка приглашение на собеседование. Спустя всего минуту пришла ответ письма с согласием. Шустрая девушка, сейчас победаю и в конференц-рум. Тамақ ішкенге көрсетпейсің бе? Деді. 15:10. После обеда. Конференц-рум. Она сидела за бумажками, заготовила вопросов и темы, которые она будет обсуждать с кандидаткой. Собеседование было назначено на 15:30. Привести в пример пару стрессовых ситуаций было бы неплохо, но я не хочу на него сильно давить. Хоть моя собственная сюда была не самым радужным, было тяжело. Дверь конференц-рума открылась, и дверь зашел. Ема! Что за резинка, Дэвид? Ничего себе старый киімге басып кеудесін ашып тастапты. Ема нағасы. Сос көп тұр ана. Прическа соғып қойын, да? Дэвид? Анна, ты вернулась? Анна встала в место, чтобы подойти и обняться с Дэвидом, но извини, ошибся комнатой. Не буду тебе мешать. Удачи с работой. Не
впустив Анну к себе, а Дэвид пошел себе очень холодно и вышел из конференц-рума. Көрдің бе? Что-то Дэвид, что-то бұзылған, бұзылып кетті. Көрдің бе? Алдыңғы бөлімде білесің ғой, бірінші маусымдарында мияулап, күнде келіп, көмектесейін, әне-міне деп что-то бұл өзгеріпті. Жарты жылда өзгеріп кетті болған. Анна была удивлена. Что это было? Мне не виделись. Полгода она даже просто привет не сказал. Неужели Эва была права о том, что она, может быть, обиделся? Придурок Дэвид. Расстроена Анна вернулась за свое рабочее место и продолжила готовиться к собеседованию. Спустя примерно 10 минут в двери постучали. «Войдите». Дверь открылась, в конференц-рум вошла миниатюрная девушка. О, Наталья. Наталья кімге ұқсайды? Холодное сердцеда ана бар ғой, ақшашты қыз бар ғой, соның сіңлісі бар ғой, соны ұқсамайды ше. Сіздерге қалай? Ұқсай ма? Бар ғой анау. Холодное сердце ему. Мұзды бөлке деп қазақша шығарған ше, білесіздер ғой. Міне сол қыз ұқсамайды екен. Мен енді өзім ойым. Сіздерге қалай? Наталья. Добрый день, меня зовут Наталья. Я пришла на собеседование. Какой-то парень, блондин, направил меня сюда, сказал, что тут приходит собеседование. Вы Анна, да? Да, садись, расскажи о себе. Девушка заняла на место напротив Анны. Меня зовут Наталья, мне 22 года. Мне без слуга. Я только закончила университет по специальности Hair Manager и начала искать работу. Сегодня в очередной раз посматриваю вакансии, и я увидела ваше объявление и подумал, что это судьба. Работа близко к дому и еще по специалисту. Это, конечно, очень круто, но ты же понимаешь, что это совсем не значит, что ты подходишь. Конечно, я докажу, что подхожу вам. Перед тем, как мы начнем, ты сказал, что парень, блондин, направил тебя сюда. Да, высокий такой, чуть-чуть угрюмый, но симпатичный. Я подошла к нему и сказал, что пришла на собеседование к Анне на должность Hair. Я не уверена, что он сказал, что вроде бесполезно, я вернулся. Ладно. И показал мне дорогу сюда. Я немного не поняла, о чем он, но он выглядел радостным, когда я его спросила. Это было так мило. Это был Майкл, начальник отдела IT. Ладно, я подготовила для тебя несколько заданий. Они покажут, на что ты способна. Приступим? Конечно. Конечно, давай. 1,5 часа спустя Анна и Наталья закончили собеседование. Это было неплохо. Я не говорю, что работа твоя, так как я планирую провести еще собеседование, но ты молодец. Видно, что не пропускала занятия с университетом. Конечно, рада, что вы оценили. У тебя есть какие-нибудь вопросы насчет работы? Да, есть. Вот тот главный в IT, Майкл, кажется. У него есть девушка? Да, у него есть девушка, да. Это не относится к работе, но да, он занят. Жаль, он такой красивый. Съебись на Дэвиду. В любом случае, большое спасибо. Собеседование было интересно. Да, мне тоже понравился. Насчет моего решения. Как я сказала, хочу провести еще собеседование. Принимая решение я буду в конце недели. Если я тебе не позвоню, значит, я решила взять кого-то другого. Если я позвоню, работа твоя, согласна? Да, конечно. До встречи. До свидания. Наталья вышла из конференц-рума и отправилась домой. Анна собрала свои вещи и отправилась обратно со своего кабинета. Пару минут спустя в офис Анна вышла из конференц-рума и направилась со стороны своего кабинета. Милая девочка, и вопрос Майкла настораживает, но, думаю, это я себя накручиваю. Она назвала Майкла красивым.
Ема, тағай. Шашты қараса, ема, сақал мұрт кеткен. Міне осындай сотқа жет болған ба? Андай жақтандай старенький резинки тақпаймын. Футболка и ақ костюм. Шалбар. Не знаю, о ком ты, но она права. Посмотри на меня, я просто прекрасен. Я керемет, тамаша, міне осындай жігіт болып, міне осындай. Майкл, я скучала. Скучавшийся по коллегам, Анна кинулся обнять Майкла. Боже, я понимаю, что ты умирала без меня, но будь чуть-чуть сдержание. Как скажешь? Анна немного отошла от Майкла. А ты скучала по мне? Да, умирал каждый день без тебя. Думал, где же моя бесполезная. Представлял тебя рядом, когда засыпал и все такое. Шутишь, да? Никаких шуток. Я же говорю, скучал по тебе, любимый. Только начал любоваться в тебе, а ты взял и уехал. Разбило мое сердце. Точно шутишь. Насчет разбитых сердц. Той сопли из лосточки ты точно разбила сердечко. Дэвид? Он даже говорить со мной не стал. Вел себя так, будто я не уезжала. Как будто ему нет дела. Но ты вправду уехала внезапно. Мальчик расстроился. Наверное, надумал себе всякого, кого знает, с кем и чем ты занимался в своем путешествии. Ни с кем, ничем. Это не мне рассказывай, а ему. Если тебе есть, то и него дело, конечно же. Ладно, разберусь. Слушай, Майкл. Тут моя новая работница спрашивала, знает ли ты? Да, занят. Бляха, шимон, мразин, занят. Чё с кем? Чё за вопрос? Тобой, дура. Опять твои шутки. Ага, шутки. Ладно, я пойду, рабочий день почти закончились. До завтра, Майкл. Ага, до завтра. Әйтпейміз ондай, Майкл, сен жұмыстан қалма, неге кешігесің? Жайтты ғой, айтты ғой, неге кешігесіңдер, соны түсіндірді. Ал мынау лағып жүр, скучал деп айтпау, жұмыс бойынша. Айтыр ғой, Майкл, кешікпе жұмысынан. Ешеге кешіксең, шамал доли секунд, уволен, мразь деп қой, болды ғой. Голова кончена. Возвращение Анны после долгой поездки вышло неоднозначным екінші маусым. Так осы мағлұмат көңілдер біздің видеомызға қайтаймыз. Жазылыңыздар, ссылкасы описаниясында. Аман сау болыңыздар.